Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на ваш будущий брак. Выйдете ли вы замуж? Будет ли брак? Будет ли счастье? Будет ли семья? Любовь, мир, пир, добрые люди? Сейчас мы все с вами посмотрим. Понятно, что отсыпочка у нас общая, имейте это в виду. Ну и, как говорится, чужого не берите, свое не пропускайте. Загадывайте, пожалуйста, на себя. Вы также можете загадать свой срок, да, когда вы там планируете замуж выходить. И вместе давайте все просмотрим и узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Не все так просто. Здесь не все так просто. Ну, давайте начнем с того, что брак у вас сейчас под замком. Общая отсыпка, да, сложно. Но вот вижу, что замок, понимаете, дорога к браку у вас под замком, а ключа у вас нет для того, чтобы себе открыть этот путь, да, открыть этот замок, грубо говоря, и стать счастливой, выйти замуж. Замок. Кто-то на вас повесил замок. Может быть, и вы сами себя закрыли. Может быть, вы уже были замужем и ничего хорошего там не видели. А теперь боитесь повторного брака. Ну, а кто-то пережил предательство. Да, и теперь вы просто боитесь опять довериться мужчине. А кто-то сам себя убедил в том, что ну нет, всех хороших мужиков разобрали, и мне никого не оставили. А вот кого попало, я, например, не хочу. Мне вот только прям идеального подавай. Опять же, все вы разные. Сейчас я на картах сразу посмотрю, что это за замок, его природу и что с ним делать. Ну вот видите, вот он замок, четко показали. Он небольшой, но он вам перекрывает путь к браку. Просто перекрывает. Мужичков тут вижу. Тут птицы. И свойские, и птицы высокого полета. Разные. Вижу. То ли претенденты, то ли кандидаты, то ли настоящие, то ли будущие. Опять же, вы разные. Но есть. Мужички есть. Выбор очевиден. Либо есть, либо будет. Но замок. Что за замок? Ну да, вы хотите определенного мужчину, не только, например, там красивого, либо состоятельного, но и чтобы по душе он вам был, чтобы вы могли ему довериться. Вам нужно нечто больше, чем любовь. Ну, вы ищете нечто больше, чем любовь. Ну, например, там друг и возлюбленный. Вот моя половиночка, кровиночка, да, вот такого человека вы ищете. У вас такая, знаете, такое отношение либо хороший, либо никакой. Либо никакой. А кто-то из девчонок определенного мужчину ждет. Вот либо от определенного мужчины вы предложение ждете, либо какого-то конкретного, кто у вас на примете, кто у вас в сердечке есть. Ну вот явно, вот именно с ним хотите. Поэтому и замочек вешаете. Так, ну давайте разбираться. Замочек вы сами себе повесили. Это хорошо. Это не венец безбрачия, это не порча какая-то, это не негатив какой-то. Это ваше личное убеждение. В принципе, вы правы, да, у вас жизнь одна. И мелочиться, либо разбрасываться своей жизнью, своими годами на недостойных мужчин, это неправильно. Просто неправильно. Сейчас я вам такую вещь скажу, только вы, пожалуйста, не обижайтесь. Здесь у вас много птиц. Смотрите, есть такой маленький чижик-пыжик, а есть прям такой ясный сокол. Есть здесь и журавль, и чайка,
разные мужчины, да, абсолютно разные, разных калибров, разных категорий. Но вы себе выберете, как ни странно, не птицу, вы себе выберете льва, мужчину и красивого, и харизматичного, и очень характерного. Знаете, как самого сложного. Выберите себе самого сложного. Зачем вам синица? Зачем вам журавль? Зачем вам ясный сокол? Льва, да, сразу льва. Вот что прям интересно было. Чтобы прям нервы пощекотать, да. Дрессуру освоить. Помучаться с ним. Но вы такая, да, вы такая. Вы легких путей не ищете. Вот честно. Вот эта синичка, которая у вас, это чижик-пыжик, вот он прям сидит, он такой хорошенький. Он для вас, девочки, в огонь и в воду. Ну да, может быть, у него не так много возможностей, либо он скучненький такой, знаете, ну прям совсем домовенок Кузя. Да? Ну, немножко неинтересный, и по внешности он мне что-то идет такой блекленький. Вот. Ну, звезд не хватает, но мужчина достойный. Вы долго будете его рассматривать, скорее всего, вы его уже знаете, эту синичку, чижика-пыжика, прям знаете. Может быть, он уже не раз вам предлагал свою руку и сердце, а вы такая, подумаю. Вот, вы его все-таки отвергнете, хотя очень-очень жаль. Ведь если вы его выберете, либо если бы вы его выбрали, то он благодаря бы вам расцвел, оперился бы и чего-то прям добился бы для вас. Вот не для себя бы он добивался, для вас, для того, чтобы ваша жизнь была лучше, для того, чтобы вы им гордились. Но с ним прям совсем неинтересно, как-то вам прям неинтересно, да. Хотя мужчина очень хороший. Дальше вижу, что ясный сокол будет на вас претендовать. Но у него, знаете как, высоко летает, много чего видит, того, чего видеть не стоит. Да, скорее всего, у него там много общения с другими женщинами. И вообще он такой коммуникабельный. Да? Он красавчик, он хорош собой, и он очень коммуникабельный. Вот, вроде как и нравится, но вот интуиция вас останавливает. Говорит, ну нет, ну вообще нет, блин, мы будем ревновать, да, у нас будут проблемы. Вот эта головная боль, где он, с кем он общается, с кем он встречается. Вот вы чисто, чтобы не напрягаться, чтобы не нервничать, не психовать, вы ему откажете. Хотя мужчина тоже неплохой. Ну да, он такой, любит женское общество. Ну, все мы разные. Но вот ему вы точно откажете. Дальше. Аист. Ну, аист это прям совсем уж кто-то далекий, откуда-то далеко. Может быть, даже иностранец за вами будет ухаживать, либо уже ухаживать. Может быть, мужчина там, на сайте знакомств познакомитесь, либо уже знакомы. В принципе, интересные, но это перелетная птица. Да, аисты, они что, перелетные птицы. Вот. Не вижу, чтобы вы прям его серьезно рассматривали. Да, интересно, да, заманчиво. Но так, чтобы все бросить и в тартарары куда-то там лететь, ехать, неизвестно зачем, к чему, кому, вот так свою жизнь по боку пустить, скорее всего, нет. Нет, если вы прям совсем молодая девушка, может быть, вы даже поедете, посмотрите, но что-то я не вижу, чтобы у вас срослось именно с этим мужчиной. То ли он там постарше, чем вы, то ли... Ну, ладно, пусть для вас это будет сюрпризом. Что-то не понравится, что-то не подойдет, и вы такая скажете, не, ради тебя свою жизнь оставлять не хочу, не буду. Так, чайку я вообще рассматривать не буду, это какой-то вообще мужчина пустой. Да, он будет много говорить, знаете, как много брехать будет, но по факту вообще такой, знаете, еще какой-то жадненький, либо все себе. А еще он как эгоист идет. Нет, там сразу нет. Так, ну, чтобы кто-то еще прям близко-близко подлетел, не вижу. Хотя, может быть, будут и другие претенденты. Может быть. Так, девушки, женщины, не для всех, но для кого-то конкретного. Кто был долго в браке с каким-то мужчиной, либо прям долго встречались до брака, прям любовь любовная. Бывший, который объявится и опять начнет морочить вам голову. Говорит, что вот я не такой, я стал другой, я прям сейчас весь идеальный, и то, что было, то никогда не вернется. Вот смотри, для тебя, все для тебя. Ну, в общем, голову будет вам морочить.
соблазнять вас, уговаривать, и кто-то еще на его сторону станет, либо родители ваши, либо, может быть, даже подруги, прям дуэтом вас будут уговаривать. Но здесь судьба против. Здесь судьба против, здесь высшие силы против. То есть, по факту, я так понимаю, что не сильно он там поменялся, и вы для него и выгодны, и удобны. То есть, как бы он там побывал с другими женщинами, понимает, что вы классная, что вы сильная, с вами не пропадешь, с вами как у царя за пазухой, да? То есть, как даже абьюз какой-то просматривается, какие-то крысные моменты. Любить он не умел и так и не научился. Он даже, наверное, и себя не любит, у кого-то и так отыграется, он даже для себя ничего не хочет делать. Ну, такое, знаете, поморочит вам голову. А потом все-таки вы с ним не останетесь. Так, выше поднимаемся. У вас еще есть какая-то черта, либо какой-то комплекс, который вам еще предстоит проработать. Вот честно говорю, кто-то из девчонок либо с коучем будет прорабатывать, либо с психоаналитиком. Что-то вы будете прорабатывать, как какой-то тренинг, может быть, даже будете проходить, как раскрепощаться, наверное, будете. С чем-то вы будете прощаться, либо какой-то блок с себя снимать. Может быть, оно там и не 100% работает, но вам поможет. Может быть, это, знаете, самоубеждение, самовнушение, но вот оно вам поможет. Вам поможет. Потому что вы хоть в зеркало и смотрите на себя, увидите перед собой умницу и красавицу, но всегда стараетесь какие-то изъяны в себе найти. Вот вы собой как будто бы постоянно недовольны. Вот от этого, скорее всего, вас будут избавлять. Вот, пройдя этот курс, либо занятия с психотерапевтом, вы очень поменяетесь. У вас какие-то еще дополнительные желания проснутся. Те, которых раньше никогда не было. Вот вы в себе их не ощущали. Вот они проснутся. Не буду уточнять, что. Но оно вам пригодится, 100% пригодится. Вот. И вижу встречу с вот этим вот львом. Причем на момент встречи это будет не лев, а скорее такой, знаете, немножко так покоцанное жизнью, полуоблезшее существо. Мужчина, который собой, за собой не следит, собой не занимается. В плане там внешнего вида, подачи себя. Да, он интересный, да, он харизматичный, да, его всегда много, и к нему люди тянутся. Энергетика просто бешеная у этого мужчины. Но он как-то выглядеть будет не очень, непрезентабельно. Да, вот правильное слово, непрезентабельно. Может быть, одежда не в тон, может быть, какая-то поношенная одежда, мятая, может быть, даже. Да, вы видите помятого мужчину, знаете, что это ваш будущий. Шутки шутками, похоже на самом деле. Вот. И вижу, что вы прям глазом за него зацепитесь. Привлечет он внимание вот именно своим внешним видом. А потом он начнет говорить, и вы просто обалдеете. Вот насколько отличается внутреннее содержание от внешнего вида. Очень вам он понравится. И прям он для вас будет как этот мистер секрет, да? Загадочный такой. Прям зацепит за живое. И знаете, что мне еще кажется? Мне кажется, что он специально так перед вами покажется. Да? Первая встреча, он будет выглядеть непрезентабельно. Потому что мужчина, он при средствах, он и со вкусом дружит, да, у него все там хорошо. Сейчас я хочу понять, просто вижу, что у него здесь какой-то маневр хитрый вот на вашу первую встречу. И вообще мне кажется, что ваша первая встреча с ним будет какая-то, не настоящая, как подстроенная им, как сценарий, да, он разыграет вашу первую встречу по сценарию. Почему-то для него будет важно, чтобы вы не на его статки, не на деньги его купились, а именно на него, как на человека. Может быть, специально такой неряшливый придет, либо попадется вам на глаза, чтобы проверить, вы как, за любовь, либо за деньги. Хотя, с другой стороны, это неправильно, а если разобраться, то почему нет? Если он не доверяет, значит, уже обжегся, да, и больше обжигаться он не хочет. Что за встреча?
Ой, ну тут звезды просто, звезды ведут двух людей на эту встречу. Встреча, которая по метле меняет вашу жизнь. И его, кстати, жизнь меняет. Это шанс. Эта встреча, это шанс. Тут звезды готовят эту встречу. Все не просто так. Все не просто так. Метла. Ну, избавиться от прошлого. Опять же, если вы свободная, он свободен. Избавиться от этой свободы, стать семьей, стать парой. Да, хитрость будет. С его стороны будет, девочки, хитрость. Да? Он к вам по-хитрому приедет навстречу. Вот как я вам сказала, но по судьбе. Но по судьбе. Чтобы он там не режиссировал, чтобы он там не разыгрывал, встреча вам по судьбе с ним. Встреча по судьбе. Подстроенная встреча. Просто вот как хотите, подстроенная. Нету в этой колоде льва, но показывают медведя. Да, чем-то похоже. Он в костюме будет. Вот его неряшливый вид – это камуфляж, либо это его проверочное такое, как лакмусовая бумажка, да? Проверочку вы будете у него проходить. Но он крутой, он очень крутой. Он жену ищет, девочки. Что сказать? Жену ищет, хозяйку дома. По поводу его работы, карты говорят, что он крутой мужчина. Либо он какой-то чиновник, прям высокопоставленный, либо у него люди в управлении. Может быть, и собственный бизнес, да, на него там коллективчик работает. Либо он там прям начальник такой, знаете, маститый. И вот жену хочу. Я хочу жену. Вот поэтому он вас и проверять будет. Потому что не просто так, а жену хочет. Прикидываться будет несчастным, смотреть на вашу реакцию. А я поняла, что произойдет. Смотрите, он будет прикидываться несчастным, привлечет вас своим неряшливым видом, а вы мимо не пройдете, потому что вы женщина сердобольная, вы любите таких серых и убогих. Не то чтобы любите, вы всегда, у вас ёкает сердце, вам хочется помочь. Несчастным людям, которые, да, не только людям, еще и животным. 100% есть у меня здесь девочки, которые животным помогают. И вы просто мимо не пройдете, он вас заинтересует, может быть, там, помочь им, да, подойдете к нему, либо согласитесь поговорить с ним. И все. И ловушка девочки захлопнулась. Он семейный, он за дом, он за семью, за любовь. Слушайте, какие хорошие карты. Смотрите, дом, он вам будет предлагать свое сердце. Дом не просто дом, а со всем, что в нем есть. Да. Проверочку пройдете, все, он перед вами растает, раскроется, этот мужчина. Не судите его строго за эти проверки, девчонки, он имеет на это право. Так же, как и вы имеете право устроить ему проверку. Правильно? Правильно. Видно, он уже обжегся в свое время, теперь будет делать проверки. Льва мне показывают. Кстати, это не первая цифра, где мне показывают мужчину льва. Он либо по гороскопу будет лев, то есть он там летний у нас, да, когда у нас лев с конца июля по начало августа. Либо мужчина, по сути, лев, такой, знаете, прям царь зверей, царь мужиков. Вам с ним будет очень забавно, будет интересно. Вы им восхищаться будете. Восхищаться его манерой, подачей, харизмой, умом. Потому что мужик, он очень умный, очень умный. Представьте, он, если чиновник, он привык с людьми общаться, он знает, как кому подойти и найти подход. Ему нужна женщина, которой он может полностью довериться, с кем он может расслабиться, с кем он может наслаждаться жизнью. То есть по факту он там выходит за порог дома, он превращается в такого грозного царя зверей, льва. А когда он заходит домой, он превращается в ласкового котика, который трется об ваши ножки и мурлычет у вас на руках. Очень хороший мужчина. Единственное, что есть особенности в его характере, с которыми вы будете бороться. Если вы не испугаетесь, если вы такая, будем учить, и начнете его учить, воспитывать, все будет замечательно. По крайней мере, вижу, что он самый прям, пусть не 100%, но 90% точно.
Да, 10% мы оставляем на то, что вы, может быть, взбрыкнете и откажетесь. Ну, потому что вы тоже переборчивая. Вы тоже не хотите абы с кем. У вас есть определенный райдер к мужчине, вот, чему он должен соответствовать. Конечно, есть еще фактор, там, влюбилась и забылась, но я вижу перед собой очень умную женщину, которая умеет контролировать свои чувства. Это прям в вашем случае, девчонки, это маловероятно. Но может быть, да, в жизни все может быть. Смотрите, саму свадьбу я не вижу, потому что, ну вот, еще замок висит, да, замок еще висит, вам еще от него предстоит избавиться. Но жениха с ключом, с букетом я вижу рядом с вами. Вот если вы откроете этот замок, вот он точно вас замуж возьмет, он как под венец поведет, 100%. 100%. Ну, такой, как вы искал. А вы, скорее всего, искали такого, как он. Ну, по крайней мере, он ближе всех подходит к тем требованиям, которые вы выставляли перед мужчиной. Девушки, женщины, которые ждут какого-то определенного мужчину. Ну, я понимаю, что вы сейчас очень сильно обидитесь, но давайте так, не судьба, да, не судьба, либо не судьба сейчас. Вы смотрели на свой загаданный срок, правильно? Люди иногда там через 20 лет могут встретиться и быть вместе, пожениться. Вот тот срок, который вы загадывали, ну вот лев идет вам. Вверху в венце у вас есть знак счастья в личном, счастье в личной жизни. То есть брак, семья, замужество – это есть. Но дорога к нему вот вами же закрыта и под замком находится. Девчонки, распаковываемся, да, раскрываем все замки, убираем все со своего пути к браку, к счастью и идем. Но чего вам бояться? Чего вам бояться? Тем более сейчас вы стали совершенно другой. Вы уже получили колоссальный опыт. Вы уже четко знаете, чего вы хотите, вернее, какого мужчину вы хотите. Все хорошо будет. Все будет просто замечательно. И еще львом его показали. Но здесь летом, в середине лета, в разгар лета, середина июля и начало августа. Вот в этот срок вы с этим мужчиной вот и встретитесь, и полюбитесь, и договоритесь, и начнете его там воспитывать, дрессировать, а он вам предлагает свой дом и свое сердце. Вот в это время приблизительно это все будет происходить. Хороший мужчина. И смотрите, вдруг у вас с ним что-то не сложится, я вижу, что он вам все равно какое-то добро сделает. Он вам что-то будет то ли покупать, то ли давать, то ли за вас он где-то что-то будет платить. Вот просто так, не прося у вас что-то взамен. Хороший поступок он для вас делает, очень хороший. Даже если вы ему откажете, даже если вы его не выбираете, все равно он для вас какой-то очень хороший поступок делает. Ну, что есть, то есть, девочки. Думать, конечно, вам, выбирать вам. И именно вам нужно сначала открыть этот замок, а потом уже замуж идти. Вот, работайте над собой, занимайтесь. Тем более сейчас, в наше время, огромный выбор специалистов, которые помогают. Хотите, идите к специалисту прям на прием. Хотите через интернет, да, в онлайн-режиме. Все можно найти, все доступно. И только надо лишь этим заняться. Мои милые, счастья вам. Любви вам, исполнения всех ваших желаний, желаний о любви, желаний о счастье, да вообще в принципе всех. Вот, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.